Пушкина в Якутске 6 июня состоится премьерный показ постановки «Руслан и Людмила». Это будет первый в Якутске русский спектакль фэнтези и одна из самых масштабных премьер театрального сезона. Подробнее об этом поговорим с нашими сегодняшними гостями, главным режиссером Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина Андреем Габышевым и заслуженным артистом Дмитрием Трофимовым. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, собственно, «Руслан и Людмила». Да, в прошлом году был предпоказ или что-то типа наподобие такого, да? Вообще формат впервые предпоказа был в театре представлен. Почему решили вот такой формат использовать? В прошлом году, да? Да. Дело в том, что 6 июня по традиции у нас проводится Пушкинский день, и там читаем стихи, как обычно, ну, на фасаде здания или еще что-то, песни поем. Но мне захотелось в прошлом году уйти от этой истории, но не нарушить традицию, да. Захотелось пойти дальше, прорвать все-таки горизонт, потому что уже лет 5 мы говорили о создании Руслана и Людмилы, но как-то не решались на это. И это был такой первый шаг, что ли, толчок к созданию будущего спектакля. То есть, я уговорил Сан Саныча, директора театра, да, давайте сделаем первые попытки и посмотрим, как это примет публика. Публика приняла прекрасно. И мы решили, что через год мы сможем осилить этот материал. Ну, получается, осилили. Получается. Вот буквально послезавтра можно прийти в театр и насладиться, да, жанр славянская фэнтези. Вообще, чего нам от него ждать? То есть, в принципе, обывателю фэнтези слово отдельно как бы само по себе знакомо. Славянская фэнтези. Мы просто опираемся на славянскую культуру и специально для этого использовали много литературы, да, углублялись. И чем больше углубляешься, тем более интересно становится, да, изучать этот мир. Хочется какой-то другой еще материал освоить, потому что там же свой пантеон богов, да, очень интересный. Мы не все, не всю славянскую культуру можем раскрыть в одном спектакле. Но здесь, допустим, мы фантазируем в плане создания спектакля, да, вводим новых персонажей, которых нет у Пушкина. Допустим, Дмитрий Иванович у нас играет 2 роли, по секрету расскажем, да, приоткроем тайну завесы. Первую роль князь Владимир. Да, а вторую ролик я спойлерить не буду, Да. меня не узнают. Но это как раз мы изучали славянскую культуру, чтобы ввести этого персонажа. Ну, кстати, по поводу не спойлерить, я тоже хотел сказать, вторую лучше не говорить, потому что тоже какой-то есть момент сидеть в зале и гадать, а кто же там вот эту роль исполняет, особенно учитывая, когда очень много костюмов, да, грима и так далее. Вот говоря про костюмы, я так понимаю, тоже что-то интересное будет, как бы происходил процесс создания костюмов, трудно ли это было? Это очень трудно в том плане, что у нас приехал художник из Мирного, мой старый друг Андрей Волков. Он буквально месяц здесь и месяц, не покладая рук, сам работает над костюмами. То есть все цеха работают, и он сам по ночам может работать. Вчера вот я с ним переписываюсь, я уже дома работаю над пьесой, скажем, еще какие-то правки делаю. Он мне отправляет фотографии, работаем, скидывает картинки, что там шлемы они еще делают. То есть процесс кипит. Я дополню просто Андрея Григорьевича, это потрясающий художник, тезка Андрея Григорьевича, Андрей Волков, талантливейший художник, который работает в городе Мирный, вот в театре. И я даже, честно говоря, жалею, что он не в нашем театре работает. Это золотые руки у человека. Это такую фантастику он творит. Я выхожу за кулисы, я знаю, как выглядит за кулисами, не в свете, не в софитах. И она потрясает воображение даже там, а в свете это будет вообще просто фантастическое зрелище. Это как с едой один знаменитый шеф-повар говорил, если холодное вкусное, горячее тем более вкусное. Тут, наверное, так же работает, что если без освещения все так красиво, то со светом тем более. Дмитрий, вопрос уже побольше по актерской линии, подготовка к роли. Вообще, насколько было интересно, насколько было сложно? Опять же, Андрей Григорьевич, повторюсь, это славянская фэнтези, в которое нужно тоже погружаться. Что-то для себя узнал много нового про тех персонажей, которых даже нет, про которых Пушкин не написал, но они сквозь строчки, они там все равно присутствуют. Это фэнтези, мы можем себе много чего нафантазировать, не меняя, соответственно, текст. Вот один из персонажей, я боюсь просто здесь сейчас сказать что-то такое, спойлер здесь пустить.
очень яркий, очень зрелищный. Вот, это просто нужно прийти посмотреть, что это за персонаж такой, свои впечатления потом вынести оттуда. Но один из персонажей — это Владимир Ясно Солнышко, которого считают крестителем Руси, от которого пошла Русь православная. Но, опять же, я этого не знал, но этот персонаж фантазийный. Я всегда думал, что это тот самый Владимир, который крестил Русь. Ну да, опирались на него, но все-таки Пушкин имел в виду фантазийно некоего такого Владимира и совсем к нему не соотносился. Просто брал какую-то ту эпоху, архаичную, практически дохристианскую эпоху. Она у нас такая языческая, практически эпоха. Ну, то есть даже, казалось бы, уже в фундаментальных произведениях при подготовке вот удалось найти что-то новое, чего там, казалось бы, вроде бы и не было изначально. Ну, в этом и состоит наша задача, всегда что-то найти новое, то, чего до нас наши предшественники не разыскали. И приходится перечитывать еще массу литературы, помимо того, что написал Александр Сергеевич Пушкин. Это каждый актер делает. Я уж не говорю про режиссера, потому что это маленькие профессора у нас, которые еще больше читают, еще больше знают. Я правильно говорю, Андрей Григорьевич? Совершенно верно. Ну и завершая нашу беседу, ну, в принципе, да, уже так поговорили, самому уже хочется пойти. Я вот недавно как раз заходил на сайт театра, смотрю, Руслан, Людмила, думаю, может быть, еще с детьми сходить. И правильно да. сделаете. Да, будет здорово, но мне кажется, на 6 июня уже я не попаду. Да. Ну, там считанные билеты, по-моему, я вчера через кассу смотрел, ну, онлайн, там где-то балкон, несколько мест, еще что-то. Если они, ну, это Можно было на вчера. ступеньках посидеть, да? Вот, ну, тем не менее, не одним, да, спектаклем театр как бы живет. Какие, может быть, еще громкие премьеры нас в ближайшее время ожидают? В ближайшее время, я думаю, что это у нас, ну, то есть заключительная премьера будет в этом сезоне. Но хотим мы, правда, еще концерт устроить в памяти Акуджавы к закрытию сезона. Но к следующему сезону пока из, скажем так, объявленных премьер, что к Новому году у нас будет сказка «Щелкунчик» для детей. Остальное еще в процессе отрабатывания с режиссерами, приглашенными дальнейшего репертуара. Ну что ж, я желаю фурора. Спасибо, Послезавтра спасибо. обязательно. Ну и чтобы, конечно, благодарность зрителей тоже не заставила себя долго ждать. Спасибо вам за то, что пришли в нашу студию, поговорили очень Вам прекрасно. Ну а мы прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы.